С 1 июля на 1000 рублей вырастет абхазская пенсия, но только у тех, кто не получает российскую. Такое решение было принято Кабинетом министров, так как в последний раз абхазская пенсия повышалась аж в 2016 году. К тому же у пенсионного фонда увеличился объем собираемых средств, и за счет них удалось осуществить это незначительное, но повышение. Данное повышение в целом затронет до 16 тысяч пенсионеров по всем 10 категориям. И дополнительно расход за оставшиеся полугодие пенсионного фонда составит около 90-95 миллионов рублей. Но данное решение принято еще с учетом того, что наблюдается положительная динамика роста поступлений страховых взносов в пенсионный фонд за эти 5 месяцев по сравнению с предыдущими годами, и пенсионный фонд самостоятельно способен финансировать данные повышения. Также увеличился объем финансовой помощи инвалидам войны на изготовление зубных протезов. Теперь они будут получать на эти цели по 150 тысяч рублей, причем снимать их можно частями. Обращаются в год от 200 до 300 лиц, инвалидов войны, которые нуждаются в таких услугах медицинских. И 100 тысяч рублей – это не такая сумма, не хватало для таких услуг медицинских, и потому предлагается повышение размеров. До 2023 года размер помощи составлял 60 тысяч рублей, в 2023 году 100 тысяч рублей именно на зубопротезирование. Мы предлагаем очередное повышение со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Это значительная, такая существенная поддержка и помощь для этой категории граждан, инвалидов войны. Также правительство расширило перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые инвалиды всех групп могут бесплатно получать в государственных аптеках. Теперь в этот список включены 26 наименований лекарств и 30 медицинских изделий. Мы теперь имеем право утвердить перечень лекарственных препаратов актом Кабинета министров. И теперь у нас более широкий круг инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, которым мы оказывать будем помощь. Это речь теперь идет о инвалидах и первой, и второй, и третьей группы. Определены лекарства. Этот перечень давно не обновлялся. Теперь мы его обновили новыми препаратами. Министерство здравоохранения большую работу проделало, большая помощь была оказана, много современных наименований лекарственных средств в перечне дополнили мы. Кабмин принял постановление об организации проведения медико-социальной экспертизы. Она необходима для установления группы инвалидности, снятия и постановки на учет, а также для того, чтобы не допускать ситуаций, при которых здоровые люди получали группу инвалидности, а вместе с ней соответствующие льготы и выплаты. За прошлый год нами освидетельствовано 173 человека. Но это в основном те граждане, которые обращались с заявлениями в течение 3 лет, но эти заявления не рассматривались, поскольку комиссия не работала. Поэтому они накопились, и после повторного обследования и диагностики ряда тяжелых заболеваний мы провели экспертизу в прошлом году. В этом году, после утверждения временного порядка, нами по состоянию на сегодняшний день освидетельствовано 62 человека. Это в основном все ветераны Отечественной войны с теми или иными тяжелыми заболеваниями. Хочу сразу сказать, что критерии отбора пациентов и критерии оценки, они стали намного жестче. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул важность борьбы с лжеинвалидностью, так как на дееспособных людей тратятся бюджетные средства, которых затем не хватает на другие государственные программы. Бюджет такие нагрузки не выдерживает. У соответствующих фондов нет таких средств. Мы платим деньги, которые не должны платить.
Министр внутренних дел Роберт Киут рассказал о том, что наличие незаслуженных льгот у некоторых правонарушителей также мешает деятельности правоохранительных органов. Наличие инвалидности у лиц, криминального, так сказать, настроенных лиц. И это очень сильно мешает работе органов внутренних дел, вообще правоохранительным органам, потому как при принятии судебного решения по административным, в первую очередь, правонарушениям, они фактически освобождаются от ответственности. И мы физически прям видим, что многие из тех, кто сегодня пользуется данными справками, не совсем являются инвалидами. То есть в контексте всего этого хотелось бы тоже совместную работу провести, и, наверное, эти ряды надо чуть почистить, потому как это в первую очередь какие-то, наверное, не выплаты получают, но и при этом пользуются льготами соответствующими. Да, ну, так что мы готовы в этом направлении оказать содействие и, соответственно, почистить эти ряды. Также в ходе заседания Кабмина была утверждена президентская программа «Жилище 2023-2025». По словам министра труда и социального обеспечения Руслана Аджба, заявок на получение жилплощади в десятки раз больше того количества квартир, которые в год может выделить государство даже самым нуждающимся семьям. Это среднесрочная программа на 3 года, 23, 24 и 25 года. И на реализацию предусмотрено 180 миллионов рублей, то есть 60 миллионов в год. Вот. Предоставлено право участия в программе инвалидам первой группы 20 заявителям, лицам на иждивении, которые находятся ребенок инвалид или инвалид с детства 25 заявителей. Многодетных семей в 2023 году всего 3 заявления было рассмотрено и предоставлено право. Семьям погибших 2 семьи. Вот. Круглые сироты 17 семей. В принципе, все заявления по круглым сиротам в прошлом году были рассмотрены и приняты соответствующие решения. Также были 30 участникам программы отказано, были решения также о дополнительном рассмотрении некоторых заявлений. В этом году уже воспользовались 7 граждан и на 6 миллионов рублей уже приобрели жилье. Вот. Программа продолжается. В этом году уже принято еще 54 заявления. Всего подходят по программе и нерассмотренных заявлений более 450 заявлений, которые у нас лежат. Для того, чтобы оказать всем помощь и поддержку, конечно, недостаточно средств, и на это уйдет еще несколько лет для того, чтобы рассмотреть все заявления. Также были приняты решения, касающиеся Министерства юстиции, в частности, сотрудничества с российскими коллегами. Утвердили макет герба министерства. Положительно отреагировали на выделение участков для добычи инертных материалов и воды. Приняли решение выкупить квартиры у частных владельцев, которые планируется присоединить к Дому-музея имени Гулия. И ряд других решений по некоторым другим вопросам. Марианна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ.